Физкульт, привет, Якутск! Мы снова с вами. В прошлых выпусках мы с вами смотрели новости по туризму. Это слет, костер и кружка на базе школы номер 2. Ну и вот, наконец-то, логическое продолжение того, что было запланировано на том слете. И мы предоставляем слово участнику данного проекта. Во время похода мы были, и погода была и жаркая, а также было солнце, и был дождь, и был поздний вечер дождливый, была радуга. В общем, ощущения были вечерние, песни у костра, были игры. То есть команда создалась очень позитивная, доброжелательная, и одним из девизов было продолжение повышения своей квалификации и дальше двигаться, уже получить и пройти маршрут второй категории. По окончанию этого маршрута зачисляется организатор туриста. По окончанию экзамена можно получить удостоверение, и категория будет номер 1, так как объем пройденного километража составляет 100 километров. Плюс сложность — это возвышенности и непроходимый лес, болото также были на маршруте. Мой телефон не поддерживал сеть и не поддерживал батарейку, поэтому я не смогла сделать видеоролики. Значит, Галина Прокопьевна делала видеоролики, это директор Дворца детства. 7 июня планируется проведение экзамена по теоретической части. Теоретическая часть была выдана предыдущую с конца марта с 27 марта у нас были курсы, апрель. Затем мы, прослушав теоретическую часть, готовились к экзаменам, которые будут 7 июня. 74 вопроса поделены на билеты. От своего имени могу рассказать, что курсы делились на теоретическую и практическую часть. Практическая часть прошла с 28 мая мы вернулись в город 2 июня. Собственных видео и фотозаписей моих личных нету. Я вам отправила фото, которые представлены в общей группе курсантов. Общее впечатление применения походного туризма, пешего туризма были представлены полиспас, программа МЧС, вязание туристических узлов. Также были применены у нас прокладка маршрута, как мы, ориентировались на местности. Также занимались полевой кухней, умение оказать медицинскую помощь, прохождение по трассе с группой детей, основные правила при перемещении в пешем походе, как себя вести, как руководитель должен распределять силы учащихся по маршруту во время движения и как организовывать привалы. Вся, возможно, основная часть была пройдена всеми курсантами, конечно, в основном обучении, когда вы учились в вузах, СУЗах, но, несмотря на это, пройденные километры уже с высокопедагогического опыта, можно сказать, что было это очень значимо, интересно, и новые это были подходы, новые формы перемещения, по применению нахождения новой формы одежды, обуви, подбора одежды, регулировка туристического рюкзака современного. То есть это тоже является новыми требованиями к организатору туризма. Финиш 100 километров! Ура! А на сегодня все.
Делаем вместе с вами новости. Роза Заусаева и Сергей Конов.